снова продолжим. Сегодня у нас тема подачи заявлений в ПО. Я расскажу, как подготовить систему к приему заявлений в профессиональной организации. То есть у нас вы не единственный регион, кто использует этот модуль. Его можно условно разделить на ведомственную часть, где работают сотрудники ПО, вот вход в эту часть, и на портал. То есть абитуриент может подавать заявление с портала разработки ИРТех по Алла, подожди-ка разделе регистрация заявления в профессиональную образовательную организацию. Но тут надо войти через учетную запись госуслуг. Я сразу вам покажу, просто чтобы не было вопросов, как абитуриент сам, если он регистрирует заявление, будет это делать. Используя свою учетную запись, показывая все свои персональные данные, я покажу, как регистрирует заявление абитуриент. То есть тут все просто: фамилия, имя, отчество. Если учетная запись утвержденная, все это подтягивается. Выбирается дата рождения. Неважно. Место рождения. Представим, что я абитуриент. Если делаю ошибку, там помечается красным. Паспортные данные подтягиваются, код подразделения подтягиваем. Вводим адрес регистрации и адрес проживания. Если это учетная запись, они тоже подтягиваются. Вам остается нажать кнопку, что адрес регистрации совпадает с адресом проживания. Далее вы указываете, как вас информировать о том, что происходит с заявлением. Вообще это контактные данные для связи с ПО. То есть если ПО хочет что-то сообщить абитуриенту, вы можете по этим адресам, телефонам, которые тоже будут в заявлении, связаться с ним. Далее мы выбираем тип документа об образовании, это предустановленный список. Указываем серию и номер документа, дату выдачи документа. Мы нажимаем здесь специально на календарик и указываем с помощью календарика дату. Выбирается тип образовательной организации, которую окончил абитуриент. То есть если это он оканчивал учебное заведение, школу в том же муниципалитете, куда он подает, то эту организацию можно выбрать из списка. Если он оканчивал другое заведение, он ставит галочки «Моей образовательной организации нет в списке», да, и уже указывает наименование той организации руками вот здесь вот, какой он закончил. Так. Дальше у нас здесь, если есть льготная категория, отмечает галочкой и выбирает льготную категорию. Но поскольку у вас еще в системе нет никаких льготных категорий, то я здесь выбрать не могу льготную категорию. Параметр заявления он отмечает: получаю среднее профессиональное образование впервые. Если не впервые, не ставит галочку. Если нуждается в общежитии, тоже ставит галочку. Показывается здесь, подтягивается социальное положение, если оно какое-то неблагополучное, наличие ограничений по здоровью и наличие инвалидности, если это нужно. Если ничего этого нет, значит, мы здесь ничего не ставим. И переходим к следующему. Выберите тип итоговой аттестации. То есть, что он по итогу получал, там, писал ли он ЕГЭ или ГИА, значит, здесь можно выбрать на основании, какая была итоговая аттестация. И далее он методично вносит свои оценки. ГИА, отдельные оценки, и те оценки, которые у него в аттестате. Кстати, может и не все внести. Это уж в принципе, он-то должен все внести. Но я говорю, что форма позволяет и не все вносить оценки. Далее идет выбор профессиональной организации. То есть мы начинаем тестовое ПО.
Там у меня есть одна специальность, я выбираю то самое ПО. Когда вы подготовите ведомственную часть системы, здесь отобразится весь список профессиональных образовательных организаций, которые существуют в муниципалитете. И если мы выбираем какую-либо организацию, то показываются специальности, все специальности, которые существуют в этой организации в 2020-2021 году. Из этого мы можем выбрать очную или заочную форму обучения, и тогда в этом списке останутся только те специальности с той формой обучения, которую мы здесь выбираем в фильтре. Ну и тут тоже базу приема можно выбрать. И, соответственно, сузить возможность по выбору специальности. Но опять-таки, если мы здесь оставим любая, то здесь отобразятся все специальности выбранного ПО. Я должна выбрать нужную специальность, щелкнув на ней мышкой, и выбрать, подключить сюда. Все, значит, у меня вот она добавлена, я ее могу удалить, если я не ту вдруг выбрала, могу выбрать несколько здесь специальностей. Если в данном ПО у меня пока одна специальность, я могу здесь добавить еще несколько специальностей. Дальше у нас по ссылкам вот здесь вот идет согласие на обработку персональных данных, можно прочитать ссылка на устав лицензию со сроками предоставления оригиналов документов ознакомлен. То есть ставит вот так тых-тых-тых галки, что он со всем этим знаком, вводит текст с картинки. Принимает этот текст и нажимает «Зарегистрировать заявление». Вот это заявление, он получает внешний идентификатор. Это его заявление, по которому он может отслеживать заявление с портала. То есть вот здесь вот еще есть поиск заявления. Он может внешний идентификатор вот сюда забивать, ввести номер заявления и смотреть его статус и так далее. А мы переходим в ведомственную систему. Это я показала вам регистрацию заявления с портала разработки ИРТех, как это может делать абитуриент, который имеет подтвержденную учетную запись. То есть через ЕСЕ входит, через личный кабинет, через свой личный кабинет на портале. Итак, теперь мы смотрим ведомственную часть, где работают сотрудники ПО, то есть представители приемной компании, потому что как бы абитуриент может прийти просто в приемную компанию, сотрудник может открыть систему и начать вносить заявление в подготовленную систему через ведомственную часть. Все эти заявления, и те, которые поданы с портала, и те, которые зарегистрирует сотрудник через свою часть, они все будут отображаться в едином реестре. Но прежде чем нам говорить о регистрации заявления о приеме, мы должны подготовить систему к работе. Я сейчас буду говорить некоторые вещи, которые не совсем касаются ПО. Так, вернусь сейчас к вам, посмотрю. Выпускники школы ОГЭ не сдавали. Ну, не сдавали, значит, не вносите. Да, откроется, он сразу там есть, этот блок. Итак, значит, я рассказываю функционал, который доступен администратору. ПО просто должны знать об этом функционале. Зачем? Потому что если чего-то не хватает, вы должны будете обратиться к региональному администратору, например, за тем, чтобы он расширил справочник. Первое, что должны сделать в каждом муниципалитете и на уровне региона, это проверить системные настройки для профобразования. Текущий учебный год должен стоять 20-21. Приемных кампаний никаких не создаем. Галка вот эта стоит, она не работает. Текущий учебный год должен быть тем годом, в который подают заявление. Это ваш администратор проверит. ПО это не касается, но ПО должны об этом знать. Дальше что у нас есть еще? Справочники. Справочники, льготные категории, профессиональные. Вот этот справочник, он недоступен самим ПО. То есть если у вас есть какие-то льготы по приему
в организацию, вы должны сообщить об этом региональному администратору, чтобы он добавил эту льготу в справочник льготных категорий, чтобы ее можно было выбирать. Дальше есть 3 справочника: специальности ПО, предметы и вступительные испытания ПО. Вот справочник специальности ПО, у него тут 864 записи разных специальностей. И этот справочник самому ПО недоступен. Поэтому, если вдруг вашей специальности в этом огромном справочнике нету, здесь вот можно выводить не только 10 записей, здесь можно и 20 вывести записей. То есть, понимаете, да, 44 страницы, то есть они отсортированы по алфавиту. Вот. То есть, если вашей специальности здесь вы не обнаружили, тоже обращайтесь к региональному администратору, он этот справочник расширяет, у вас появляется специальность. Далее у нас идет справочники предметы. Это предметы из аттестата. Тут уже как бы абитуриент может пожаловаться, что какие-то предметы не подтягиваются в форму регистрации заявления. Там казахский язык, например, там якутский язык или еще какой-нибудь язык. Или какой-нибудь еще отдельный предмет, который есть у него в аттестате. То есть тут вообще-то 40 записей, да, но, тем не менее, если какого-то предмета нет, опять-таки ПО обращается к региональному администратору, говорят, что им нужен какой-то отдельный предмет добавить в справочник. И 3 справочник – это вступительные испытания ПО. Вот вступительные испытания ПО этот справочник доступен сотруднику ПО, то есть вы можете его редактировать сами. То есть вот здесь добавлено собеседование по информатике и ИКТ, по какому предмету. Вы можете здесь добавить любой тип экзамена, указать по какому это предмету, нажать кнопочку «Готовить», «Готово» и сохранить изменения. То есть этот справочник доступен не только региональному администратору, но и самой организации. То есть я сейчас показываю область видимости. Видите, у меня Республика Коми. У вас, у сотрудников профессиональной организации будет область видимости ваша организация. И вот под этой областью видимости вы должны будете получить от регионального администратора логин и пароль для входа в эту систему. Вы будете видеть свою профессиональную организацию. Я покажу, как это выглядит. Воркута. И как же мы ее назвали? Тестовое ПО. Вот когда вы зайдете, вы увидите вот следующий интерфейс. Не будет вот этого реестра настройки. Скорее всего, не будет отчетов, потому что их нету по ПО. Пока нету. Вот. И область видимости у вас будет тестовое ПО. И вот в разделе «Справочники» вступительные испытания вы можете добавлять те вступительные испытания, которые есть в вашем ПО. Даже специальности ПО тоже спустили, так что тут можете и предметы спустили. Хорошо. Раньше этого не было, но вот, видимо, по просьбам трудящихся, чтобы не обращаться к региональному администратору, этот справочник сделали доступен для ПО. Только ради бога, не добавляйте сюда ничего лишнего для развлечений. Не надо просто. Потому что справочники обширные, скорее всего, в них все, что вам нужно, уже есть, и лишнего сюда не надо. Потому что кто в лес, кто по дрова, начинают добавлять не в нужном формате, и в результате может получиться там 4 разных специальности, которые, в общем-то, об одном и том же. Так. Дальше что у нас? В разделе «Реестры», «Образовательные организации», вы увидите одну свою организацию. Тестовое ПО – это моя, а у вас будет своя учетная запись. Вы должны будете щелкнуть по синей ссылке. В этой системе все, что синим, это ссылки, которые открывают информацию о том объекте, на который указывают, так скажем. Вот вы щелкнули и увидели всю информацию о своем ПО. Она вот как бы распределена по следующим блокам. Их можно закрыть, да, вот так вот,
все. И тогда вы увидите организация, контактная информация, филиалы, расчетные счета, особенности, документы можно прикреплять, специальности, расписание вступительных испытаний. Тут вот есть история, изменения по вашей организации, кто что там менял. И есть еще прикрепленные файлы. Ну, как бы пока здесь файлов никаких нет. Итак, редактирование, организация. Вот так редактируется первый блок. Нажимаете «Редактирование» и выбираете нужный блок. Заполняете ту информацию, которую считаете нужным заполнить о своей организации. Единственное, что могу сказать, что серые поля при настроенной интеграции, здесь будут не все белые поля, будут еще и серые поля, если не редактируемые. Если вы увидите такие серые поля, это значит, что эта информация будет подтягиваться из системы СПО, там, где абитуриентов уже зачисляют. Поэтому для редактирования серых полей информацию надо менять в СПО. Понятно, да? Дальше, что здесь нам главное сделать? Ну, контактная информация, это тоже все понятно, как это заполнить. Главное, что нужно сделать, чтобы подготовить свою систему к приему заявлений, это создать специальности профобразования. С помощью плюсика, когда вы сделаете редактирование специальности, с помощью плюсика вы добавите 2020-2021 год. Мне уже он добавлен, поэтому я покажу вам на другом годе. Вот, 21-22. Потом вам надо явно щелкнуть на этом годе. Ну вот я на 20-21 щелкну, чтобы туда уже не лезть. И добавляете специальность, то есть выбираете тип программы, выбираете специальность, выбираете форму обучения, база приема. Ну, тут, в общем-то, особо рассказывать нечего, кроме вот срока обучения. Бывает так, что на одной специальности, например, на базе 9 классов учится там 72 месяца, на базе 11 классов учится меньше. Вот, создается 2 тогда специальности с различным сроком обучения, там 72-36, например, месяцев. Ну, тут я вводите количество месяцев, потом количество бюджетных, платных, система сама считает, что всего, и, ну, естественно, максимальная наполняемость должна дублировать эти цифры на первоначальном этапе. Дальше мы выбираем конкурс, ГИА, ЕГЭ, ну, это не сдавали, да, средний балл аттестатов, или вы имеете право написать, что конкурса нету, не выбрано. Выбираете программу у всех профобразования. Вот здесь вот нет надо. Если нет конкурса, выбираете нет. И далее испытания. Вы помните, что у вас есть справочник вступительных испытаний. Так вот здесь вот, если на вашей специальности есть какое-то испытание, собеседование, там еще контрольная какая-то, я не знаю, ну, диктант или еще что-то, вот эта информация подтягивается из справочника. Ее выбирают из справочника. У меня там единственное испытание было записано по информатике и КТ собеседования, я его выберу и добавлю, что есть испытание. Вы можете здесь добавить несколько испытаний, кстати говоря. Если, например, на специальность там 2 экзамена, значит, добавляете 2 испытания. И показываете система оценивания, бальная или зачет. Ну, пусть будет бальная. И сохраняю. Итак, чтобы было еще раз понятно, когда вы создаете специальность, вы в каждой специальности можете добавить испытание. Испытание берется из справочника. Вот он, справочник вступительных испытаний. Вот здесь. То есть ПО само решает, какие у него там испытания будут. И, естественно, потом они создают в своей образовательной организации, в реестре образовательных организаций создают специальности, для каждой специальности выбирают испытания. Вот они, специальности мои. Оп, я могу вот показать вам, что здесь у него
есть испытание редактирования, специальности профобразования, контролер. Вот оно, испытание добавлено. Вот оно. И еще указывается, как оценивается испытание. Зачет, не зачет, или по пятибалльной там системе, по десятибалльной, какая хотите. Главное, что она бальная, или зачет, и не зачет. Итак, дальше у нас что есть у ПО? Надо создать перед подачей заявления. Это расписание, собственно, вступительных испытаний. Если у вас есть испытания, значит, надо добавить дату и можете прокомментировать, например, где там оно будет проходить, это испытание. Но у меня здесь уже добавлено, вот она, информатика и КТ, например, дата, место проведения со скольки до скольки. То есть вы еще в своем ПО выставляете расписание вступительных испытаний. После этого можете считать, что ваша система готова к приему заявлений. То есть, когда человек приходит в приемную комиссию, у вас здесь есть реестры, регистрация, заявление в ПО. Можно я буду не проходить всю эту форму, потому что здесь все то же самое. Здесь есть один, ну, вообще пройду, конечно. Есть здесь один нюанс, есть один. Фамилия, имя, отчество заявителя, его паспорт или другой какой-то документ, удостоверяющий личность. То есть пишем серию, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения, все стандартно, по-быстрому. Добавляем гражданство, там тоже выпадающий список. Вот этот нюанс. Тип заявителя – это, как правило, лицо, подающее заявление о приеме на самого себя. То есть дети уже достигли 14-летнего возраста, и у них есть паспорт свой. Вот, лицо, подающее заявление о приеме на самого себя. Выбираете пол, выбираете дату рождения, место рождения, социальное положение. Это уже идем по тем же самым, не буду повторяться, что это не обязательно. Ознакомлен, согласен, ознакомлен со сроками предоставления оригиналов документов, и переходим дальше. Так, информировать, как связь держать с абитуриентом, забиваем, выбираем. Адрес проживания добавляется из справочника ФИАС. То есть мы все выбираем, кроме квартиры. Скоро и квартиру будем выбирать. И адрес регистрации. Так, выбираем улицу, выбираем улицу, выбираем дом. Если нету там в справочнике ФИАС, значит есть. Давайте покажу сейчас, какой мы там околоток. Если нету здесь дома, не дает он, например, дом, то вот здесь вот есть ручной ввод. Ну да, давайте сделаем ручной ввод. Оп, 2. Приняли. И переходим на следующий шаг. Если есть льготная категория и заполнен справочник льгот, значит, ее можно выбрать. Если нет, не ставим галочку. Те же самые отмечаем. Если целевой прием, значит, пишем, что организация отправила учиться. Далее выбираем тип документа, серию, номер, дата выдачи. Если это школа муниципалитета, ее можно выбрать. Если это другая, мы пишем, вернее, образовательная организация, но она в другом муниципалитете, значит, пишем другая и вводим эту информацию от руки, как текстовое поле. Дальше идет, вот она у нас, все наши оценки. Если надо вставить ГИА или ЕГЭ, значит, мы вставляем. Если не надо, значит, галки не ставим, а поля не активны. Выставили все предметы оценки и поехали. Мы выбираем год 2020-2021, выбираем нужное ПО, и далее мы можем выбирать, например, там на базе чего. В результате у нас здесь высвечиваются только те специальности, которые удовлетворяют фильтрам.
выбираем, добавляем специальности. Можно поставить галку, если не пройдет по бюджету, то согласен или не согласен на платное обучение. И далее, вот здесь прикрепляются сканы документов. Я слышала про постановление, которое говорит, что оригинал аттестата можно предоставлять в течение года учебного, но тем не менее сканы документа можно прикрепить. Главное не превысить 5 мегабайт. Ну, не один, естественно, скан, а много. И после этого мы зарегистрируем заявление. Вот этот номер, это уже не внешний идентификатор. Тут произошла ошибка при загрузке файла. Я могу так сделать, перейти к заявлению. Ух ты! Так. Прошу прощения, я администратор же. У администратора нет права регистрировать заявление в ПО. Вам раздадут все логины и пароли сотрудников ПО, у которых эти права есть. Зарегистрированное заявление, вы видели в конце, получает свой внутренний номер. Это не внешний идентификатор, который получается с портала, который видит абитуриент, а это его номер заявления в ведомственной части. То есть реестры, заявления в ПО, зарегистрированные дети. Вот тут вы ищете все свои заявления. Вот мое заявление, оно, оказывается, зарегистрировалось. И тем не менее, если, например, возникает такая ошибка, что нет возможности прикрепить скан заявления, попробуйте их прикрепить вот так вот, редактируя заявление. Редактирование, прикрепленные файлы. Давайте еще раз попробую тот же файл прикрепить. Он у меня не такой уж тяжелый. Там, килобайт. Опа, и описание. Там, это свидетельство там, о том-то, о том-то. И сохранить. Так. Итак, что у нас здесь в заявлении интересного есть? Вы видите все блоки, его можно распечатать, это заявление, на бланке. Вы можете его редактировать. Все, что синим, это ссылки. Например, нужно мне отредактировать контактную информацию заявителя. Щелкаю и редактирую. Редактирование, например, документы. Допустила ошибку в документе. Иду, исправляю, сохраняю. Все, что делается с заявлением, отображается в его истории заявления. То есть вот здесь вот история заявления. Вот все, что я изменяю, отображается в истории заявления. Все заявления, которые вы регистрируете через ведомственную систему или через портал, еще раз покажу вот эти заявления в ПО, мы через портал регистрировали вот это, мое заявление, вот оно, они все падают в статусе «Новое». То есть вы их ищете в реестре заявления в ПО, зарегистрированные или дети, они все падают в статусе «Новое». Что мы делаем с заявлением? Заявлением я сейчас не буду с ними работать, потому что это ваша боевая система, не тестовая. Поэтому я свои новые заявления удалю. Так. И расскажу вам просто о статусной модели, как работает заявление. Если эта статусная модель вас по какой-то причине не устраивает, вы скажите об этом региональному администратору. Мы ее быстро подправим до начала приемной кампании в ПО. То есть все заявления падают в статусе «Новое». Когда вам надо поставить в очередь, как правило, это происходит после проверки документов, вы из статуса в «Новое» можете перейти в следующие статусы. Очередник, требуется прикрепление документов, если, например, к заявлению не прикреплены сканы.
Отозвано. Этот статус ставится, если заявитель отозвал сам свое заявление. И еще один статус отказано до направления, это если вы, приемная комиссия, по каким-то причинам отказали в приеме заявления. То есть сразу увидели, что оно некорректно заполнено, например, и отказали. Ну, предположим, что у него все хорошо, он очередник, вы поставили его в очередь, комментарий там не обязательный, комментарий можно пропустить, заявление в статусе очередник. И с ним можно работать прямо из реестра, а можно работать из самого заявления. То есть щелкнули по номеру, открылось само заявление, здесь вот та же самая командная строка. Из очередника мы можем переводить в статус «распределен», если нет никаких вступительных испытаний, направлен на вступительные испытания, то есть если он пошел сдавать экзамены. Отозвано, это опять-таки, я уже говорила, это сам отозвал заявление, отказано до направления, если на этом этапе вы ему по каким-то причинам решили отказать. Ну, давайте сделаем так, что он направлен на вступительные испытания. Результаты вступительных испытаний находятся в отдельном разделе. Вот они, результаты вступительных испытаний. Вы выбираете учебный год, можете выбрать конкретное испытание, нажать «Применить», и здесь вот отобразятся все заявления, у которых по специальности вот это самое испытание. И вот здесь это вы проставляете оценки за вступительное испытание. Вот. Предположим, все вступительные испытания прошел, и, кстати, эта информация, она отображается в заявлении. Сейчас покажу, где это. Кстати, в заявлении считается еще и средний балл, все никак мы не выведем это в реестр. Информатика и ИКТ-собеседование, вот она оценка за вступительные испытания. И еще вот в самом заявлении есть средний балл по аттестату, отображается. Система считает его автоматически. То есть еще раз подчеркну, что есть отдельный реестр результатов вступительных испытаний. Там вы проставляете именно оценки, не в заявлении проставляете, а в разделе результаты вступительных испытаний. А в заявлении оно просто дублируется. То есть вы смотрите, ага, информатика 4, все, можно распределять, например. Переводите статус «распределен», указываете, на какое место он распределен, бюджетное или платное, выбираете специальность, пишите «распределить». Надо сказать, что статус распределен, он не публичный. Вы можете пораспределять, а потом отказать. Вот, видите, есть отказ, то есть он отменяет ваше распределение. А статус направлен, он уже виден абитуриенту. То есть если он по номеру своего заявления, а у него вот здесь вот как бы для заявлений, которые регистрируются с портала, помните, тот длинный такой номер, это внешний идентификатор, вот он длинный, если он номер есть. И есть еще номер в ведомственной системе. По любому из номеров можно искать заявление с портала. Так вот, если он в статусе направлен, то абитуриент это видит с портала, что он, да, практически принят. Все направленные из этого статуса куда можно перевести? В статус требуется оригинал документов, если он что-то вам не донес. Отказ – это если по какой-то, не дай бог, причине вы ему решили все-таки на этом этапе отказать. Отозвано – это если абитуриент сам решил отказаться, в общем-то, от направления, от зачисления по какой-то причине. В отказ и отозвано надо переходить. Не оставляйте просто так, потому что, переходя из отказ в отказ и отозвано, вы освобождаете вакансию, которая заняла это заявление в статусе направлен. То есть было 12 у вас вакансий бюджетных, вы направили, стало 11. А если вы перевели в отказ, снова стало 12 вакансий. То есть можно кого-то еще направлять на эти вакансии, освободившиеся.
куда попадают вот направленные в ПО. Направленные в ПО, они видны в разделе СПО, в разделе пользователи-абитуриенты. Сейчас 5 сек. Отчеты, сейчас поговорим отдельно про эти отчеты. Так. Покажу раздел, где вы увидите направленных абитуриентов. Ну, это тестовая система, просто чтобы знали. Пользователи-абитуриенты. Вот здесь будет весь ваш список направленных в ваше ПО. Вот все фамилии, имя, отчество, соответственно, с теми данными, которые внесли в Е-услуги. И отсюда вы их будете зачислять на определенные специальности. Выбрали специальность, тын-тын. Действие зачисления в группу. Здесь в условиях приема указываете номер группы, приказ, дата приказа, действует с какого, зачислить. Не буду зачислять, тестовая площадка, отменил все. Вот. Но просто вы должны знать, что все направленные попадают при правильно настроенной интеграции. Интеграцию высылали отдельную инструкцию, которая получит каждое ПО и настроит у себя интеграцию, то есть пропишет адрес. Вот. И тогда ваши абитуриенты направленные будете видеть их вот здесь вот, в этом списке. Дальше у нас что? Когда вы зачисляете в СПО, у меня, к сожалению, тут нет тестовой площадки, интегрированные с вашей системой, то при создании приказа статус направлен в ПО автоматически меняется на зачислен. Так. Ну, еще хотела сказать, что, итак, из статуса распределен вы либо направлен в ПО, либо отказ. Из направлен на вступительное испытание статус распределен, отозвано, отказано до направления. Из направленных автоматически либо в зачисленные, либо требуются оригиналы документов. Если, ну это, знаете, вот этот статус, возможно, вам пригодится, возможно, не пригодится. Если не пригождается, не пользуйтесь им. Но и требуется оригинал документов, вы тоже его увидите в разделе пользователь-абитуриент. Это такой промежуточный статус между направлен в ПО и зачислен. И если вот он донес, да, все, вы его зачислили, из этого статуса тоже автоматически перейдет зачислен. И еще два статуса: отказ, отозвано. Это из направлен в ПО. Из зачислен можно перевести в один статус архив. Просто чтобы, если, например, вы будете работать не 1 год, и чтобы вам эти зачисленные просто не мозолили глаза, вы можете прошлогодние заявления все поставить в статус архив. Теперь по отчетам. То есть отчеты – это у нас пока для ПО реестры, заявления в ПО. Чтобы посмотреть, какую информацию вы можете получить из реестра, возьмите и выгрузите этот отчет в Excel все возможные столбцы. Еще говорю, что заявление в ПО, зарегистрированные и дети – это, в принципе, одно и то же, потому что здесь нет у вас заявлений на близнецов, но эти реестры отличаются набором столбцов и набором фильтров. У каждого вот такого реестра есть свои фильтры, вот их тоже вам надо будет просмотреть и вообще выбрать реестр, с которым вам удобнее работать. Например, какого-то года хотите отсортировать заявление 20-21, здесь остаются только заявления этого года. Вы можете поставить фильтр «Статус», например. Статус. Например, «Хочу всех очередников».
Обратите внимание, у меня есть одно заявление в статусе направлено. Если я нажму кнопку «Применить», я этого заявления не увижу, потому что оно в статусе направлено, а не очередник. Я могу в любой момент все фильтры убрать, вернуться к общей информации, но если я настрою фильтры и выйду из системы, а потом опять зайду со своим логином, паролем, настройки фильтров у меня сохранятся. Еще я могу выбирать здесь колонки, добавлять, что мне нужно в рабочее поле, вот добавила e-mail, например, и могу точно так же скрывать ненужные колонки. Тот же e-mail скроем. Ненужные колонки. То есть оставлять здесь колонки я могу перемещать в любое место и могу здесь пользоваться сортировкой. То есть я могу отсортировать по какой-нибудь одному параметру, а могу по нескольким. Например, если по нескольким мне нужно отсортировать, я ставлю их в той последовательности, в которой я их хочу произвести сортировку. Например, хочу отсортировать сначала по приоритету льготы, потом по дате регистрации. Я тащу колонку «Приоритет» на первое место, по дате регистрации на второе, потому что я так хочу их отсортировать. Вот так стоит. Потом нажимаю колесико, выбираю «Сортировать по нескольким». Если здесь что-то уже есть, я, значит, это убираю и добавляю только те параметры, по которому я хочу отсортировать. Например, приоритет льготы, как правило, по убыванию, то есть от самой важной льготы к наименее важной льготе, и потом по дате регистрации, по возрастанию. Я не знаю, по каким принципам ПО будет сортировать, да, ну, я просто для примера вам показываю, как можно по нескольким параметрам отсортировать реестр. Сделаем готово, и вы получите здесь именно ту сортировку, которую сделали. В любой момент вы можете любой из этих отчетов выгрузить только текущие столбцы, которые добавили в рабочее поле, либо все возможные столбцы и сортировать уже и получать отчеты там. Я еще раз говорю, когда ПО получите логины и пароли, потрудитесь посмотреть все эти 3 реестра, выгрузив их все столбцы, и посмотрите параметры фильтров, чтобы вы приняли решение, каким из этих реестров вам удобнее пользоваться и какие отчеты на основании этих реестров вы можете получить. Вот, собственно, и все про ПО. То есть вы работаете с реестром, вы регистрируете заявление, вы можете все просматривать, контролировать прикрепление документов с помощью тех же самых статусов, да, вот, и начать принимать заявления в электронном виде. Так, кто является региональным администратором, вам напишут. Те, кто выдаст логин и пароль. Поступившие заявления другим образом вносить в систему самим, потому что я знаю, что можно даже подавать заявление по почте. Отсутствует сетевой системы, технология парикмахерства. Сейчас внесем. Алла, еще параллельно покажи тогда, где мы добавляем... Форму даже сохранить, если не указать, что есть набор на платное обучение. А нули не пробовали там поставить? Если это так, я сейчас сделаю заметку, это быстро исправим, если нет платных. Я проверю. Интеграции с ФИС-ГИА пока нет. Колледжу искусств надо помочь войти. Алла. Сейчас я вам добавлю специальности. Сразу вот в вашу систему. Так. Справочники специальности. Добавить код.
Называется она... Так. А второе... Там нет случайно еще каких-нибудь цифр? 40... Так, 4302. Я что, не вижу? Ага, вот они. Елки. Ну, вот ваши специальности, да, я уже добавила, Вячеслав Алексеевич, извините, добавила сами. Ну, планируется, конечно, но не в этом году однозначно. Угу. Ну, у меня все пока. Можете остановить запись. Ну, если что-то непонятно, мы вышлем еще инструкции по работе в ПО. Ну, да, сможет законный представитель подать заявление. Тогда вы просто выбираете, что это не лицо, подающее на заявление на самого себя, а именно законный представитель. Да, вносить. Возможно ли прикрепить файлы вступительных? Может там прикрепить любые файлы, лишь бы их объем не превышал допустимый. Это кого у нас учебный год стоит, 18-й, 19-й? Вот это непонятно. Это надо региональному пробежать все муниципалитеты и поставить нужный год. Ну, во-первых, когда вы добавляете вступительные испытания, вы сами придумываете название. Еще раз, психологическое тестирование. В выпадающем списке предмет ничего подходящего. А, вот что, предмет, да? Понятно. Так, справочники, вступительные испытания. Сейчас придумаем. Добавить. А предмет какой? Вот у психологического тестирования какой предмет? Какой предмет из аттестата-то? Или это, ну, не знаю, попробуйте расширить справочник предметы. Да, будет подгружаться. С ФИСГе пока нет. Отчеты тоже посмотрите по реестрам. Кто является региональным администратором? КРЕРО, наверное. Эти добавила. Ну, про синхронизацию там есть инструкция. Это, наверное, все-таки надо разослать по опыт, чтобы осталось в голове. И пускай делают. Она не такая сложная. Пропишут. Тем более, что я не знаю, что там прописать именно для вашей системы. Я могу и показать эту инструкцию, чтобы было понятно. Вот она, инструкция для настройки интеграции. Вот такую инструкцию вы должны получить будете. Вот администрирование, настройки системы. Нажать кнопку редактирования. Тут, по-моему, все более чем ясно, вот этот карандашик. И
адрес сервиса, соответствующее поле. Вот это поле вам должен дать тоже региональный администратор. Галку поставить. Все. Дальше тут рассказывается, что абитуриент в статусе направлен появляется в этом разделе. Все. То есть в каждом ПО вам надо прописать адрес сервиса Е-услуг и поставить галочку «Используется». И вот этот вот адрес тоже должен дать региональный администратор. Да, через эту ссылку. Вот она у меня. Где ваш портал? Вот, geo-es.irtech.ru. Ну, я думаю, что вам будут раздавать логины и пароли, и ссылку на систему, естественно, тоже дадут. Ну, тоже не ко мне вопрос уже. Как вы закрывали или не закрывали систему с безопасниками? Вячеслав Алексеевич, подключайтесь, если можете. Да, алло, раз. Коллеги, как меня Ага, слышно? хорошо. Меня? Слышно меня? Алла. Раз. Всё. Алла, ты меня слышишь? Ну, могу еще сказать, что ПО не должны систему бояться, сломать там ничего они не смогут. Если что-то не работает, сразу пишите. Можете в нашу поддержку, либо в КРИРО писать, нам передадут. То есть, в принципе, там работать достаточно легко и быстро. Вы сами видели, что регистрация заявлений занимает там, минуту от силы. Ну, естественно, что вы будете, если вносить, там вам надо будет смотреть документы, да, ну, у вас будет 2 минуты, 2-3 минуты. Ну, потому что не работает, потому что... Ага. Ну, я только что показывала на вашей системе. У меня все работало и все заходит. Ну, все, тогда я прощаюсь с вами. До свидания. Будет у вас еще и запись. Я, наверное, тогда выхожу. Хорошо? Отпускаете меня? Вячеслав Алексеевич, Алла, отпускаете? меня слышно? Криро. Ты меня слышишь или нет? Ты меня слышишь или нет? Ага, Алло. до свидания. Раз. Блин. Алла, а ты меня не слышала, что ли? Я кричу тебе. А что не отвечала? А, ты не слышала меня? Странно.